Пожалуйста, обращающая сторона. Уважаемый Задавайте председатель, вопрос. спасибо за предоставленную возможность. У меня такой вопрос. Вы сами отметили, сейчас сослались на 20-ю статью Закона о нормативно-правовых актах. Здесь в части 2 говорится, что любой проект должен пройти оценку на соответствие Конституции, конституционным законам, законам и международным обязательствам Кыргызской Республики. Такое требование стоит. Теперь такой вопрос. В ваших заключениях мы этой оценки не увидели. Где эта оценка? Можно ответить? Данная оценка не определяется каким-то прямыми обозначениями, например, 3 или 4 или 5. Оценка – это в нашем понимании, это изучение данного законопроекта на соответствие того или иного действующих норм данного законодательства. Это Конституция, международные документы. Вот таким образом. В нашем случае мы провели полноценную соответствие выше вами сказанным нормам, требованиям были соблюдены, поскольку нами были проведены правозащитная, гендерная, правовая и антикоррупционная экспертиза. Если вы обратили внимание, в пункте 3 нашего заключения, в абзаце 1 было один абзац маленький. Положения, нарушающие установленные стандарты защиты и свобод человека и гражданина, не выявлены. Это ли не оценка? В данном случае, чтобы не нарушать порядок принятия того или иного закона, нами было указано соответствующие нормы Конституционного закона о правительстве и нормы закона Кыргызской Республики о регламенте Жогорку Кеңеши. Это согласование, и проведение парламентских слушаний к проектам законов об обеспечении конституционных прав, свобод и обязанностей граждан правового статуса, политических партий и некоммерческих организаций, в том числе СМИ, бюджет, о налогах и так далее. Пожалуйста. Да. Вот эту экспертизу вы сами готовили или другие лица готовили? Экспертиза, отличие от независимых экспертизы, да, у нас готовит и подписывает не эксперт, а отдел, соответствующий отдел в лице заведующего или начальника управления. В данном случае мною было подготовлено текст как первичная, а там уже были рассмотрены на уровне заместителей, заведующих, какие-то моменты были исключены, какие-то моменты включены. И таким образом был подготовлен данный заключение к проекту закона о некоммерческих организациях. У меня такой вопрос еще дополнительный. Смотрите, когда экспертизу проводят, это делается для того, чтобы люди, которые читают эту экспертизу, поняли, да, о чем речь. Вот я прочитал вот эту экспертизу, там одно слово было, там не нарушается. Это ли оценка? Не нарушается, да? А вы можете сейчас обосновать, если сейчас вопрос задам? Например, смотрите, Конституция 23 статьи конкретно. Я буду туда смотреть, а вы слушать буду. Ничего? Пожалуйста. В Конституции говорится, что права и свободы могут быть... я понимаю, что право на свободу объединения – это не абсолютное право. Она может быть ограничена. И там 3 законные цели приводятся, да? Законные цели. Первое – безопасность. Второе – нарушение прав и свобод. И третье – норма морали, да? И все на этом. Других этих причин нет. Вот теперь сейчас все другие представители говорили, что это для того, чтобы прозрачности повысить некоммерческие организации. Теперь вопрос, как это вот эту 3 дефиниции, да, куда втикнуть вот эту, да, прозрачность нашу, да, на безопасность, что ли? Куда втикнуть? Как вы это через этот запрет Конституции, как вы ее обошли? Вот мне интересно. В данном случае, как выше было сказано, отмечено представителями налоговой службы, данные это не ограничение, это информация для прозрачности. В то же время хочется ответить, опять же повторяться, да? Данная норма будет действовать для функционирующего этого общественного объединения. Никакого тут ограничения нету.
В данном случае вы говорите о правах граждан. В то же время вы не забывайте, там в нормах Конституции есть о безопасности страны, которые будут предприняты или там уполномочены соответствующие государства, как бы государственная власть. Вот поэтому, исходя и тот или иной нормы, я не могу ответить, поскольку данная норма будет толкование с моей стороны. В данном случае мы не имели в то время никакого как бы противоречия действующей Конституции. Вот мой ответ вам. Да, можно уточняющий. Я понял, что это к безопасности, из-за безопасности вы прозрачности. Не могу ответить на этот вопрос. Вы не сможете, да? Не смогу, не отвечу, и все. Не ответите, да. Ну вы же эксперт, пришли пояснить. Я эксперт, естественно. Да. Эксперт. Он сейчас не в качестве эксперта. Свидетель, Выступает который здесь, подготовил экспертизу. который касается конкретного Да, который документа, сам лично который вас подготовил требует. текст этой экспертизы. И, да. Можно еще один уточняющий ответ? Да, Да, уточните, пожалуйста. пожалуйста. Закон о некоммерческих организациях, там в первом статье там указано, закон некоммерческие организации осуществляют свою деятельность в целях выполнения своих уставных задач. А как в название закона как бы было отмечено, что они не преследуют никакой предпринимательской деятельности, если следуют только для исполнения уставных задач. Они, получая материальные выгоды от занятия предпринимательской деятельности, они не делят между собой. Они будут выполнять уставных своих целей. Для осуществления своих уставных целей они будут тратить вот эти как бы материальные как бы выручки, да, прибыли. Вот исходя из этого тоже было подготовлено соответствующее заключение. То есть, если я вас правильно понял, вот этот отчет был подготовлен... Это не отчет, это... Да, это экспертиза, да? Был подготовлен, смотря на то, что не на эти там нормы прав человека, а на вот осуществление каких-то деятельностей, да? Если я правильно вас понял? Один момент я вам сказал. Нормы прав человека, нормы свобод граждан основываются, конечно, на нормах Конституции и международных нормах, которые там регулируют права и свободу как бы человека. Хорошо, я вас понял. Тогда другой вопрос, совершенно другой. Смотрите, вы говорите насчет, сейчас вы в своем выступлении сказали насчет аккредитации, да, аккредитации. Вот у меня на руках положение об аккредитации физических и юридических лиц, на которые вы ссылались, да. Вы здесь сказали независимых, это касается только независимых, да? А вы не независимы, поэтому вас это не касается, да, вот это положение, да? Независимая экспертиза проводится соответствующими физическими и юридическими лицами, которые, вот, например, юридическими компаниями, да, которые прошли соответствующую аккредитацию в Министерстве юстиции. Я в данном случае эксперт аппарата Джугорку Кеңеша Кыргызской Республики, и все. Как вы думаете, вот эксперт аппарата Джугорку Кеңеша, он должен пройти аккредитацию или нет? Если он не должен пройти аккредитацию, то в связи с чем? В данном случае я не думаю, я считаю, они не должны проходить соответствующую аккредитацию. Тогда почему в этом положении, да, нету ни слова о независимых экспертах? Там говорится, все, которые там правовую экспертизу делают, должны пройти аккредитацию, говорят. Вот здесь так и говорится. Почему тогда... Почему вы не должны это выполнять требования вот этого нормативного акта? Почему? Потому что законы, нормы закона выше стоит, чем постановление. А какой закон вас освобождает, чтобы вы аккредитацию не получали? Закон о государственной службе и закон о регламенте Джугорку Кеңеша. Там точно есть, да, что аккредитацию не должен Я получать? сейчас не могу ответить, поскольку вы ходатайство не указали, я не готов к этому ответить. Да, пожалуйста, вопрос. Можно, да? Вот все, да, Хусам? Задайте. Там выключите, да. Я вот как к эксперту тоже внимательно слушал. Смотрите, вот норма, третья норма, которая говорит, значит, материальных средств, получаемых на безвозмездной основе, она закрепляет, вот вам как эксперту, неравенство некоммерческих организаций в зависимости от их источников финансирования.
Понимаете? Две формы тебе получается. Те, которые на безвозмездной основе получают, они информируют налоговую органу, а те, которые получают на возмездной основе, ну, например, я имею в виду от государства, от инвалидов, для получения там бездомных, они не будут на сайте. Какой-то нонсенс. Вот этот нонсенс. Две сейчас у нас формы некоммерческой организации получить. Неравенство некоммерческой организации. Понимаете? Вот вы можете вот это как-то разъяснить. В самих некоммерческих организациях появляется неравенство по источникам их финансирования. Уважаемый суд, может вопрос? Нет, вы ответьте настолько, насколько вы можете ответить на этот вопрос. У вас есть ответ на этот вопрос? Ответ, конечно, есть, но еще раз придется повторить тогда. Повторите ваш вопрос. Нет, я нет, могу. суть, нет, суть, вот. Вот смотрите. Давайте. Можете вкратце? Вот эта норма, я сейчас, уважаемый, прочитаю, потому что он мне... Значит, Сейчас, давайте я некоммерческая сформулирую ваш организация вопрос. Подождите. на безвозмездной... Валериан Ахметович, послушайте, да? Обращающая сторона задает вам вопрос, да? При проведении вами вот данной экспертизы по данному закону, который уже принят был действовать, да? При проведении обратили ли вы внимание на то, что там идет неравенство по вот этой отчетности, которая это обязательство возникает по отчетности, даже в неравенство с другими некоммерческими организациями. Вы обратили ли внимание на вот на этот факт, вот именно на этот вопрос он хочет получить у вас ответ? Я не готов ответить на этот вопрос. Не сможете? Хорошо, имеет право. Есть еще вопрос? Все, нет вопросов. Нет вопросов. У вас есть? Давайте. Уважаемый представитель Джоор Кенеша, я хочу задать такой вопрос. Кто определяет, какой вид научной экспертизы вот у вас в отделе необходимо провести на законопроект? Хотя в законе есть, но кто как определяет? Именно научная экспертиза – это определение проведения научной экспертизы соответствующему проекту законов лежит за комитетом. Комитетом, да? Хорошо. Следующий вопрос. Какой характер имеет заключение экспертизы? Рекомендательный. Рекомендательный характер, да? Еще один момент. Имеете ли вы прямое подчинение депутатам Джоор Кенеша, которые Нет, ни в коем образом. Не имеете, да? И еще. Несете ли вы ответственность за недостоверное заключение? Поскольку документ носит рекомендательный характер, у нас такого прямого выявления нарушений в нашей части заключения не было таких. Понятно. У меня к вам один вопрос. Вообще по содержанию заключений, которые вы даете к законопроектам, у вас есть какие-то стандарты, которые определяли бы, что должно содержать, что и насколько, да, в каком объеме должна содержать какая информация в этих заключениях? Из чего вы исходите вообще? В нашей деятельности мы в основном, в первую очередь, исходим от закона о нормативных правовых актах, в частности, статьи 20. Непосредственная работа у нас ведется по технической части законодательной техники. Есть инструкция, утвержденная постановлением, соответствующим постановлением Джоор Кенеша. Это по технической части. А по части специализированных видов, гендер, коррупция и так далее, другое, у нас были приняты, если память меня не изменяет, в 2008 году стандарты по проведению специализированных видов экспертиз, утвержденные постановлением Джоор Кенеша 2008 года. По содержанию, да? По Что содержанию, должно да, там и глоссарий, и терминология есть, мы исходим из этих норм. Еще один момент. Данные стандарты были разработаны и приняты в соответствии с нормами закона о регламенте Джоор Кенеша. А данный регламент утратил силы в 2011 году. Поскольку данным регламентом мы не руководствуемся, в связи с чем мы руководствуемся тем нормами, которые не противоречат нормам действующего законодательства. Это в части определения экспертизы, в части определения принятия на учет или непринятия. Вот такие моменты данным законом, настоящим законом о регламенте не предусмотрены. А
тем законам, которые... То есть вы хотите сказать, что по ныне действующему регламенту вот эти стандарты не имеют обязательной силы, да, для проведения в части экспертизы? определения назначения экспертизы. Нет, это То- по видам экспертиз. Да. Я имею в виду по содержанию. Нет. По содержанию. Содержание... Вообще, по содержанию, по внутреннему содержанию этих экспертиз, да, то есть именно что, я что имею в виду, в обязательном порядке должны быть изложены, например, какие-то... Обязательно, да. Есть такие моменты, но моменты... У вас в отделе на сегодняшний день Да, соблюдаются вот эти требования, вот обязательно этих стандартов, соблюдается. да? Ну, как понимать, я не знаю, но оценка мы, если... Вы считаете, как вообще заключение должно содержать больше объем информации, нежели чем на сегодняшний день дает вот ваше экспертное подразделение? Разрешите? Да. Информация должна отражаться в части несоответствия нормам закона или международных договоров. Если документ соответствует нормам действующего закона, мы одним словом, одним абзацем можем отметить, документ соответствует требованиям той-то части. Да? Понятно. А если когда не соответствует, можем указать. Не можем, а обязаны указать. Понятно. Присаживайтесь.